Здравствуйте, в эфире программа «Акценты». Сегодня у нас в гостях советник главы Якутии Татьяна Тарасова. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. Татьяна Владимировна Тарасова, советник главы Республики Саха-Якутия, окончила Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики, факультет радио и телевидения, журналистики с 1992 года. С 1997 по 2012 год занимала должность генерального директора ИСИА, президент Республиканского клуба интеллектуальных игр. Татьяна Владимировна, вот буквально на днях Якутское Саха-информационное агентство отмечает четвертьвековой юбилей, 25 лет. Вот на ваш взгляд, четверть века для информагентства – это много или мало? Это очень много. Это очень много, потому что за это время создавались и рассыпались разные всякие средства массовой информации. Ну, а Якутское Саха-информационное агентство, во-первых, оно было первым на Дальнем Востоке. Было первым, самым многочисленным. Были времена, когда в каждом районе, в каждом улусе республики сидел свой собственный корреспондент и передавал оттуда информацию. Ну тогда вот институт Сапкоров, насколько я знаю, был очень развит. Тогда, конечно, средства связи были развиты совсем не так. То есть интернета не было, передавали все по телетайпу, факсы появились потом. Я еще помню огромный телетайп, который стоял в Якутском Саха-информационном агентстве, грандиозное такое сооружение. И тогда это как бы имело смысл. Ну а потом, когда развивались средства связи, естественно, не было нужды уже в каждом районе, в каждом улусе держать корреспондента, их становилось меньше, меньше, меньше. Когда я пришла в 1997 году, тем не менее у нас 14 сапкоров тогда еще было по районам. На Колыме, во всех больших городах, во всех местах, где добываются какие-то полезные ископаемые, откуда идет такой поток новостей, в больших сельскохозяйственных районах были люди. Потом уже были корреспонденты общественные, которые одновременно работали в газетах, в улусах, они писали для ИСИА. Ну а сейчас посылают по WhatsApp из тех же самых мест, я полагаю. Вот, кстати, я хотела спросить, вы, получается, из руководителей ИСИА, вы дольше всех пробыли на этом посту? Да, я самый долгоиграющий с 1997 по 2012. Вот на ваш взгляд, что качественно что-то изменилось в новостной журналистике? Ну, я исключаю там внешние какие-то проявления, то есть это связь, да, способы передачи информации. Ну, это понятно, конечно, изменилось. Во-первых, конкуренция, нормальная, здоровая конкуренция. Когда я говорила, что Якутское Саха-информационное агентство было первым, оно же было единственным. И довольно долгие годы. А вы знаете, вот эта вот эксклюзивность, она расслабляет. Потом, когда стали появляться другие средства массовой информации, уже стало делом чести, кто первый, у кого более насыщенная, более такая точная информация, более интересная подача информации. Конечно, изменилось. А вот смотрите, вы на тот момент, когда пришли, ну, скажем так, стали главой ИСИА, вы уже в журналистике были довольно давно. И, наверное, помните вот момент, когда вообще это агентство создавалось? Это, получается, начало... Был такой замечательный момент. Да, я помню, когда создавалось агентство, но журналистику. Вот тогда я работала, в общем-то, на общественных началах, то есть я работала за гонорары, а постоянное место работы было на телевидении. В журналистику я ушла в 1992 году, и ИСИА уже было создано. Но по работе приходила в ИСИА, смотрела, как люди работают, казалось, так это все серьезно, так все было важно, такие все были, на тот взгляд мой, девчоночки пожилые. Но мне казалось, вот оно счастье, работать вот в таком замечательном месте. А потом, лет через много, сижу я в кресле генерального директора ИСИА, и что-то было я не в духе, что-то у нас такое случилось не очень хорошее, и мрачно думаю, ну вот оно, Якутское Саха-информационное агентство, а счастье где? На самом деле это шутки, я была счастлива, работая в агентстве, хотя попала я в кресло директора, совершенно не предполагая того. Тогда тогдашний пресс-секретарь Михаила Ефимовича Николаева написал докладную записку о том, что ИСИА работает недостаточно хорошо, и предложил своей кандидатуру нового руководства ИСИА. Вот Михаил Ефимович признал, что агентство работает недостаточно хорошо, кандидатуру вычеркнул, вписал меня, я возмутилась, говорю, как же так, я руководитель пресс-службы президента, я на 2 работы не соглашалась, он сказал, молодая, иди и работай. Вот пошла и работала. У меня, собственно, я что хотела спросить, вот когда создавалась такая структура,
это не вызывало недоумения в журналистской среде, потому что как бы на тот момент уже было агентство ТАСС, да, российское, которое по большому счету, наверное, вот эту нишу закрывало новостей. Для чего? Оно Для чего закрывало нишу российских новостей. Местные новости в ТАСС проходили очень-очень тяжело. Вы знаете, может ли быть довольным регион, если новость по региону появляется раз-два в неделю? По одной? Нет. Мы считали, что у нас достаточно большое новостейное поле, и нужно закрывать его самим. И не было недоумения среди журналистов. Создавали Якутское Саха-информационное агентство Михаил Ефимович Николаев, Вячеслав Анатольевич Штуров и Качаев, первый директор ЕСЯ, хороший человек и прекрасный журналист, и набирали туда лучших журналистов по тем временам, и действительно работали мэтры, знаете. Новости были отточенные. Вот в чем тогда ЕСЯ в лучшую сторону отличалась от нынешнего, не было вот проколов с заголовками, с грамматическими ошибками и с чем-то еще. Но сейчас ЕСЯ выгодно отличается от того интенсивностью и свободой, знаете, вот этой новостной ленты. Нет такого вот зашоренного официоза. Вы же понимаете, что читать новостной ресурс, в котором только официальные новости, очень тяжело. Мне нравится современная ЕСЯ. А вам не кажется, что вот сейчас с развитием мессенджеров, да, качество связи, вообще само по себе как таковое новостное агентство, она как форма устарела? Нет, не кажется. Потому что даже с развитием средства связи, ну хорошо, вот сколько посещаемость ЕСЯ в день? До 10 тысяч? Ну, больше где-то. Значит, сколько может включить в себя группа в WhatsApp? 65 человек. Во-первых, WhatsApp, Viber и прочие мессенджеры, они все работают на уровне слухов. Они в мессенджерах никто не отвечает за произнесенное тобой слово, за исключением случаев, когда тобой заинтересовались соответствующие органы. Информационное агентство, оно отвечает. И все равно официальные новости, новости, за которые отвечает агентство, где-то нужно брать, понимаете? Нужно читать то, что истина, а не то, что слухи. И поэтому я думаю, что у информационных агентств большое будущее. На самом деле? На самом деле. Ага. Тогда такой вопрос. Вот смотрите, да, сейчас очень много говорят об объективности, субъективности новостей. Вот новостное агентство, с одной стороны, оно должно быть максимально объективным, то есть сообщать о каких-то происходящих событиях. Но в то же время сейчас вот многие практикуют такой подход, что мы сообщаем только о том, что нам интересно. То есть, допустим, информационную политику выстраивает руководство, допустим, главный редактор, да, или руководитель, ну, не знаю, как они по-разному называются. Вот на ваш взгляд, все-таки в какую сторону лучше двигаться, объективности или субъективности? Вы знаете, информационное агентство, которое пишет только о том, что интересно его руководству, рано или поздно на информационном поле проиграет другим средствам массовой информации, которые пишут о том, что интересно всем. Я считаю, что все-таки охват должен быть максимальным по темам. Не только то, что интересно вот конкретному человеку. Да, должна быть какая-то редакционная политика. Есть, например, какие-то производственные информационные агентства, тематические, знаете, экологические, педагогические, здравоохранение свои информационные порталы имеет. Но у вас-то совсем другая вещь. ЕСЯ это все-таки общее, республиканское информационное агентство, главное информационное агентство, понимаете? Вы это официальный голос республики на самом деле. И поэтому тематика должна быть максимальной. Ну, а я вот немножко другому хотела сказать. Вот, допустим, в новостях, допустим, точка зрения автора, она должна быть видна, новостной заметки, журналиста? Или все-таки он должен стремиться к максимальной объективности? Значит, это все-таки очень все индивидуально. Мне кажется, что может иметь место и точка зрения автора, и вместе с тем автор должен как бы придерживаться общей редакционной политики. То есть если мнение автора идет вразрез с редакционной политикой, то это уже проблема самого автора, но я полагаю, что в данной конкретной ситуации его мнение будет учтено в последнюю очередь. Работая руководителем информагентства, вы не сталкивались с проблемой кадров? Потому что, опять же, приходится очень много слышать жалоб на то, что сейчас журналисты уже не те, вот от журналистов старой школы, что сейчас вроде как молодежь не та пошла и так далее. Вы знаете, мне кажется, это проблема образования все-таки. Немножко иначе учили. У нас в какой-то момент в республике был провал полностью в области образования журналистов. Даже если они приходили с дипломом, они не умели ни писать, ни говорить, ни спрашивать, многие. Мне все-таки кажется, что журналист — это прежде всего талант.
Это все-таки образование во вторую очередь, талант и опыт. Знаете, кадровые проблемы были всегда. Они никогда не заканчивались, потому что всегда хотелось лучшего. Но потом текучка кадров, она же никуда не девалась, люди приходили, уходили. Ну, хотя мне кажется, что все-таки с кадрами раньше действительно было получше. Было получше, потому что более такие, знаете, маститые люди работали, меньше было новичков, хотя мне кажется, что все-таки информационная... Знаете, есть огромная разница между журналистом-газетчиком и журналистом-информационником. Это две разные профессии. И хоть вы меня стреляйте, я это мнение не изменю. Написать огромную статью, сесть и проанализировать, и написать короткую новость быстро и качественно – это два разных таланта. Вот нельзя это как бы совмещать вместе. Есть, конечно, люди-универсалы, которые что очерк, что интервью, что короткую заметку могут написать одинаково хорошо. Но таких единицы. Потому что нельзя хорошего аналитика заставлять бегать, писать 3-4 мелочи в день. Он не будет успевать все это анализировать. И выход на гора новостей у него будет хуже, чем у того, кто новости делает с радостью и с душой. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, да, чего никогда не стоит делать руководителю информационного агентства? Кричать. На кого? На кого бы то ни было. Вы знаете, я считаю, что вот даже если человек не прав, если человек где-то ошибся, где-то подставил агентство, вот никогда нельзя, например, в пятницу вечером человека вызывать и человеку выговаривать. У него должны быть нормальные законные выходные, а в понедельник вызови на ковер и пропесочь по полной программе. Мне кажется, что нельзя идти только от работы, от агентства, от выполнения какого-то производственного плана. Все-таки люди должны быть на первом месте. Если ты не будешь к людям относиться по-человечески, у тебя не будет хорошего коллектива. И вот вы сказали, что все-таки у новостных СМИ большое будущее. Да. А на ваш взгляд, вот в каком направлении они должны развиваться? В чем оно, это будущее? Это видеоконтент какой-то? Я думаю, работа что не с стоит. Читателями? Видеоконтент, несомненно. Вы знаете, люди же, они делятся на разные категории. Кто-то лучше воспринимает на слух, кто-то зрением, а кто-то глазами. И они будут всегда. Вы знаете, я видеоконтент смотрю в меньшей мере, чем читаю просто новость. У меня быстрее получается просто прочитать. То есть я пробегаю глазами информационную ленту гораздо быстрее, чем если бы я все это смотрела в видеоконтенте. Поэтому это как бы не очень мое. Только если очень интересное видео, тогда я, скорее всего, посмотрю. Мне кажется, что информационные агентства, они и так развиваются в должной мере. Вот смотрите, сейчас они ушли в социальные сети. В Facebook, ВКонтакте и так далее. У всех информационных агентств практически там свои странички. И оттуда уже люди идут с этих страниц в социальных сетях на сайт агентства, на основной. Я думаю, что в будущем это и в телефоны все уйдет. Все равно когда-нибудь появится мессенджер, который охватывает не 65, не 200 человек, а можно сделать действительно страницу в каком-то мессенджере информационного агентства. Вот туда могут уйти новости, в телефон, еще в какие-то гаджеты. Все же меняется, все появляется. Сейчас просто приходится слышать мнение, что люди, они как бы стали больше торопятся и меньше внимания уделяют тем же новостям. То есть, соответственно, новости надо писать очень короткие, чтобы человек их успевал вот так вот пробежать ленту глазами. Смотрите, вот, например, но, наверное, все-таки журналистика — это еще и качественный текст. Да, это еще и качественный текст. Вы знаете, хорошо, люди на ходу читают новости. Но вы знаете, вот, предположим, есть вариант какой-то для мессенджеров, короткие новости. Человек прочитал короткую новость, если она его заинтересовала, он кликнет на ссылочку, пройдет и почитает полный вариант. Знаете? То есть люди, многие читают только анонсы, кто-то нажимает на какой-то материал, который его заинтересует. Мне кажется, что качественный текст все равно должен быть. То есть стремиться все обрезать и делать максимально коротким и быстрым не стоит? Не все. Не каждую новость можно коротко подать. Вы знаете, мне кажется, что новость, нормальная качественная новость, должна оставлять как можно меньше места для домыслов. Вот если коротко можно изложить новость так, чтобы не осталось места для домыслов, ради бога. Если в новости нужны какие-то объяснения, нужно ставить объяснения. Лучше пускай она будет длиннее, чем ее неправильно поймут. Ведь вы сами знаете, нередко бывает так. Сначала выходит новость, а потом объяснение по следам новости. Мы хотели сказать вот это, мы вот это имели в виду. Так сразу вот имейте в виду то, что надо. Делайте качественно, чтобы не пришлось потом по хвостам отбиваться и объясняться.
Ну и в заключение я хотела бы вас попросить, может быть, вы выскажете какие-то пожелания своим коллективу ЕСЯ. Ну, я хочу сказать спасибо всем, с кем я работала в Якутском Саха-информационном агентстве. А это было очень много народу. Вы знаете, у нас всегда был очень хороший коллектив. И сейчас в ЕСЯ очень хороший коллектив. Вот я желаю агентству развиваться дальше, желаю остаться по-прежнему свободной самостоятельной единицей, потому что все-таки мне и тогда, и сейчас казалось одно и то же, ЕСЯ, оно самодостаточно и очень важно. И агентство, оно ведь не только средство массовой информации. Мне кажется, что для Якутии это уже часть истории. Первое с 1991 года и до сих пор, 25 лет. Багаж, накопленный ЕСЯ, это уже часть истории. Вот храните эту часть истории, держите эту часть истории и сопротивляйтесь всяческим попыткам эту часть истории уничтожить. Спасибо. Это была программа «Акцент». И в гостях у нас была Татьяна Владимировна Тарасова.